Ассаляму алейкум, добрый вечер. Крым был и остается в фокусе международного внимания. Окажет ли влияние изменения диспозиции на глобальной шахматной доске на нашу республику? И каково влияние, и точнее отношение крымских татар на политические провокации, которые все чаще и чаще звучат на международной арене? Крым на внешнем контуре — тема нашего эфира сегодня. Ее обсудим с нашими экспертами. Так, в гостях у нас сегодня Сергей Юрченко, доктор политических наук, профессор, проректор по международной деятельности и информационной политике Крымского федерального университета имени Вернадского. И Ивас Умеров, председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым. Николай Кузьмин, политолог. Наш уважаемый Умер Абдулгазис, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автомобильного транспорта и инженерных дисциплин Крымского инженерно-педагогического университета. Идея Меметова, доцент, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой крымско-татарской филологии факультета крымско-татарской и восточной филологии Таврической академии Крымского федерального университета. И Рустем Неметулаев, заместитель председателя Республиканской общественной организации «Крым-Барлига». Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире, просим вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Влияет ли на жизнь крымчан давление извне, да либо нет? И, пожалуйста, голосуйте. У вас также есть возможность задать вопросы нашим экспертам в течение нашего эфира. Телефон нашей студии +7 978 095 41 45. И перед тем, как начать нашу дискуссию, традиционно наш сюжет. Спустя 3 года после референдума вопрос о статусе Крыма, конечно, уже не так жжет сердца зарубежным политикам и журналистам. Но, тем не менее, окончательно с повестки дня международного сообщества он еще не скоро будет снят. По любому поводу Украина пытается спровоцировать обострение окончательно решенного крымского вопроса. Чаще всего вспоминают про Крым, когда нужно надавить на жалость и привлечь внимание давно уставшего от Украины международного сообщества. Официальный Киев вместе с крымско-татарскими политическими эмигрантами пытаются работать на внешнем направлении, всячески спекулируя новостями из Крыма. На востоке Украина просто физически уничтожает людей. Что касается российского Крыма, то был избран метод активного давления на глобальные институты и шантаж международного сообщества. Подобная тактика вызывает необходимость соответствующей реакции крымских татар, живущих на родине. Так, в частности, общественные деятели Республики Крым намерены представить Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции по соблюдению прав человека в Крыму с 1991 по 2014 годы и на Украине с 2014 по настоящее время. Презентация проекта резолюции прошла в ходе пресс-конференции «Соблюдение прав человека на Украине. Взгляд из Крыма». В преддверии визита Мустафы Джемилева в Турцию глава Госкомитета Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов сообщил: крымские татары призвали диаспору в Турции бойкотировать встречу с Мустафой Джемилевым, одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова. По его словам, Джемилев прибыл с неофициальным визитом в Турцию, чтобы через диаспору крымских татар оказать давление на позицию Анкары в российско-турецких отношениях. Крымские татары крайне возмущены тем, что Джемилев осуществляет очередной вояж в Турцию и настоятельно обращаются к диаспоре не принимать Джемилева как человека, который организовал блокаду, тем самым поставив под угрозу жизни всех народов Крыма, подчеркнул Заур Смирнов. Таким образом, бессмысленные и бесперспективные спекуляции на национальной теме и провокации на границе всегда будут вызывать адекватную реакцию крымских татар. Сергей Васильевич, международная обстановка, она меняется очень быстро, меняется у нас на глазах. Какие положительные и какие негативные тенденции вы видите в контексте происходящего? Если говорить о годе минувшем и новом 2017 году, я бы отметил в качестве некой интегрирующей тенденции возрастание конфликтного потенциала. Он возрастает в Причерноморском регионе, он возрастает в Средиземноморье. И в целом мир характеризуется тем, что те дремлющие конфликты, которые скрывались в период определенного благоденствия, я имею в виду экономическую ситуацию 90-х, начала 2000-х годов, этот период проходит. И, соответственно, в условиях кризисных явлений конфликтность обостряется. И эта конфликтность наводит на очень тревожное раздумье. Я думаю, мы о них сегодня поговорим.
Николай Николаевич, вы разделяете эту точку зрения? Да, в целом разделяю, конечно. Мы живем сейчас в очень сложном мире, и этот мир, скажем, от нашей активности не особенно зависит. Нам надо быть осторожными, бдительными, спокойными и заниматься собой, и не пытаться куда-то там, не давать себя использовать, это главное. Мгм. Николай Николаевич, опять вот к вам хочется обратить этот вопрос. Вся эта предвыборная кампания американская, те события, которые были до инаугурации, после инаугурации, это вообще какой-то триллер. Для кого-то Трамп – это воплощение вообще всего самого ужасного, что есть на Земле. Если послушать наших федеральных спикеров, то все-таки они дают надежду на то, что с президентом Трампа все-таки у нас как-то наладятся наши взаимоотношения межгосударственные. Были уже первые заявления официальные Дональда Трампа, был телефонный разговор между нашими президентами. И все бы хорошо, если бы не заявление уже нового постпреда в ООН от Соединенных Штатов Америки Никки Хейли, которая в первом своем заявлении в Организации Объединенных Наций опять-таки говорила уже общеизвестными штампами. Крыма она коснулась в частности. Понятно, что от их позиции статус Крыма уже никак не изменится, но тем не менее нам нужно как-то понимать сущность этих заявлений. Они говорят то, что должны говорить, или это их искренняя позиция, как вы считаете? Ну, у политика не бывает искренней позиции, особенно в международных делах. Он говорит всегда то, что должен говорить, особенно в международных делах. И здесь надо смотреть, что новая администрация и старая администрация в Соединенных Штатах – это просто два разных стиля поведения. Это два разных способа реализации одной и той же цели. Цель одна – гегемония, продолжение гегемонии США в мире. Просто разными путями они пытаются этого добиться и в чем-то по-разному оценивают обстановку. Если вот сравнивать предыдущие, да, как бы даже не личность президента, а эту команду, которая или потенциальную как бы конкурентки Трампа, если бы она прошла, то их позиция в целом по отношению к миру была такая: мы уже не можем быть лучше других, поэтому мы будем делать других хуже себя. Позиция, и отсюда вот, они вот рассеивали вот этот хаос по миру для того, чтобы как бы оставаться островком стабильности и быть, как бы, показывать себя, что вот мы молодцы. Позиция Трампа более простая, она говорит: мы можем быть лучше других. Но для этого надо приложить определенные усилия. С точки зрения вот текущих задач, ну, наверное, действительно администрация Трампа лучше, по крайней мере, она вот не будет сеять. С точки зрения стратегии большого принципа разницы нет. Может быть, даже наоборот, что с таким подходом, который Трамп, он попытается, ему удастся реализовать, усилить, поднять потенциал, усилить их позиции в мире Соединенных Штатов. Но, может, не удастся. Разное. Но еще раз я повторюсь, это два разных стиля в международной политике, а суть его одна и та же. Сергей Васильевич, как вы считаете, Дональду Трампу удалось собрать действительно эффективную, адекватную команду администрации? Ведь от этого очень много зависит. Одно дело — это его личная позиция как президента, и одно дело, как будет позиционировать себя его команда, его администрация, тем более на внешнем контуре. Ему это удалось? Мне представляется, что в качестве предварительного замечания следует сказать вот что. Вот трампомания, которая шествует по миру, отражается в различных формах, наверное, в том числе и в нашем телеэфире, она порождает некоторые сомнительные моменты, связанные с тем, что возлагаются надежды на некую внешнюю силу, которая улучшит ситуацию, решит какие-то мировые вопросы. Ну, определенная логика в этом есть. Все-таки Соединенные Штаты Америки, пусть слабеющая, но сверхдержава, единственная сверхдержава настоящего периода. И в этом смысле я думаю, что правильно было бы говорить о том, как мы строим отношения у нас внутри. У нас внутри в Крыму, у нас внутри в России. Как сделать так, чтобы наша политика была эффективной, как сделать так, чтобы команды, которые ее осуществляют, были действенны. А что касается Трампа, я солидарен с Николаем Николаевичем Кузьминым по поводу того, что, понимаете, ведь Трамп – это системный элемент американской политики. И в этом смысле в американской истории мы периодически видим серьезные кризисы, ну, как, например, в 1861
1865 годах, вот он, Авраам Линкольн, человек, который отвечает на этот вызов. Или как период Великой депрессии, и на этот вызов отвечал Франклин Делано Рузвельт. Сейчас наступил период новых вызовов. Америка должна изменить свои позиции в мире, должна отступить, и это объективная ситуация. А культуры стратегического отступления в американской традиции, в американской истории нет. И в этом смысле необходим новый лидер, который оценит вот эти новые угрозы, и появляется Трамп. Что за Трампом? За Трампом нефть и ВПК. Военно-промышленный комплекс. И, соответственно, в этом смысле он олицетворяет вот этот консервативный элемент в американской политике. Создал ли он себе команду? Но это мы увидим по делам. Те биографии, которые представлены, говорят о том, что это бизнесмены. И в этом смысле можно, наверное, говорить уже о каком-то стиле, который будет проявляться, исходя из этого опыта. Ведь бизнесмен – человек, который стремится к консенсусу, который склонен к двусторонним, а не многосторонним решениям. Это определенная культура. И в этом смысле я считаю, что, безусловно, вокруг вновь избранного американского президента формируются достойные представители американского правящего класса. В том числе и Ники Хейли? Вы понимаете, в каждой администрации есть разные люди. Значит, у нее такая роль, ее предназначили, она ее успешно играет. И у вас дополнительно? Да, у меня одна реплика была в связи с выступлением моего коллеги. Америка слабеющая сверхдержава, но не единственная на сегодняшний день на мировой арене. На сегодняшний день не претендует, а уже утвердилась в своем статусе как сверхдержава, это Российская Федерация. И это после возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Мы все помним, да, был период, когда США были единственной сверхдержавой, когда они бомбили Югославию, когда они бомбили Афганистан, когда они разбомбили Ливию, потом они вмешивались в Египет, в Иран. И на сегодняшний день в Сирии они получили достойный отпор. И отпор это дала Россия. Она сказала, что теперь, по-вашему, не будет мир по вашим лично избранным лекалам перекраиваться не будет, что придется считаться с нами. И, конечно же, общество американское, а в основном элита американская, она увидела, что тот темп, который выбирал и ту манеру взаимоотношения с другими государствами, которую избрал Обама, а это навязывание своей железной воли и силы, уже не будет приниматься, потому что на любую силу находится сила, и сила в данном случае исходила уже от России, которая, между прочим, теплеют отношения с Китаем и очень быстро. Поэтому американская элита в лице Трампа, она просто, вот на самом деле, я тут согласен с коллегой, избирает просто другую тактику. Несмотря на это, я думаю, у нас все-таки мудрый глава государства. Будут они с нами считаться или не будут, будет нам удобен Трамп или не будет. Мы просто в рамках своего государства, в рамках проведения нашей международной политики должны проводить ту линию, которую избирает наш глава государства, Госдума. Ну, а кто не с нами, тот против нас, скажу такую фразу. Ну и если все-таки международное сообщество не хочет повторения Первой мировой войны, Второй мировой войны, если европейские наши партнеры не готовы опять положить в алтарь войны миллионы жизней, значит, им придется считаться с нашим мнением, с мнением нашего главы государства и садиться договариваться. Спасибо большое. Продолжая тему Организации Объединенных Наций, буквально на днях две наши крупнейшие крымско-татарские организации Кырым-Бірлігі и Крым направили в ООН обращение с призывом признать присоединение Крыма к России, и этот факт соответствует нормам международного права. Известно, что эти обращения приложены к письму, которое постпред Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин направил председателю 71-й сессии Генассамблеи Петру Томпсону. В нашей студии представитель организации Кырым-Бірлігі Рустем Бей. Что в этом документе, какое содержание этого документа, и как вы считаете, какое значение подобные инициативы имеют для нас?
Ну, во-первых, этот документ имеет значение в первую очередь для внутриполитической стабильности и состояния в Крыму и в целом в Российской Федерации. Да? То есть мы с вами понимаем, было правильно сказано в сюжете, что некоторые иммигранты, которые уехали на сегодняшний день и пытаются представить весь крымско-татарский народ, это не так, понимаете? То есть если мы внутри Крыма, сами крымские татары, будем молчать, не обращаться в международные институты, мы понимаем, что там на сегодняшний день политика двойных стандартов, да? То есть ни для кого это не удивление, к большому сожалению. Но наш голос крымских татар, и вы правильно заметили, каждая общественная организация, та или иная, чем больше мы будем обращаться, тем больше мы будем сохранять мир и стабильность, в первую очередь у себя внутри дома, на своей родине. Да? То есть мы с вами понимаем, что на сегодняшний день внимания никто не обращает, что жители Крыма в один день остались без света, больницы были обесточены и многое другое. Воду нам тоже отключили, да? То есть мы с вами понимаем, как можно вообще людей оставить без воды. То есть это акт фашистской Германии, понимаете? То есть они возвращаются к тем принципам. И сегодня мировая общественность, она молчит. Потом мы видим формирование, бандформирование, мы видим, туда приезжают турецкие волки, то есть серые волки. Тоже террористические организации, которые не стесняются, угрожают нам, жителям Крыма. В первую очередь Чубаров угрожает крымским татарам, те, которые на сегодняшний день представляют ту или иную российскую власть, да, представлены во власти. В моем понимании туда, значит, входят и учителя, и врачи, и те люди, которые, мы даже с вами помним, как надсмехались над девушкой, которая первая начала вести передачи на телеканале «Миллет». Это что? Представители крымстарского народа. Это чушь. Понимаете, самое страшное, чтобы мы не посеяли в головах сомнений всех остальных народов, живущих в Крыму, что из-за крымских татар на сегодняшний день мы имеем все в целостном проблемы, санкции и всего прочего. Понимаете? Вот за эти умы мы боремся. Поэтому от нас и есть обращение. Мы понимаем, что референдум, он прошел легитимно. Да? Нельзя закрыть, образно говоря, больше 2 миллионам человек рты. Да, почему все молчат? Никто не молчит. Все пошли и изъявили желание быть в составе Российской Федерации. Обращение ООН, оно опять же показывает что? Что на сегодняшний день Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Что референдум легитимен. Что на сегодняшний день крымские татары, как сказал глава республики, интегрировались в состав Российской Федерации. Да, проблемы везде есть, что у них в государствах нет проблем. Сегодня посмотри, что в Украине происходит. Братоубийственная война. Сутками. В Крыму было в 3 раза хуже. Об этом и наш председатель организации нашей говорит. И мы об этом везде говорим и пишем. И я считаю, что вот такие площадки, такие передачи, мы чаще должны собираться, да, и высказывать мнение, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Они должны понимать, что крымские татары не готовы на сегодняшний день и никогда в жизни не готовы воевать, не говоря уже браться там за оружие, идти там с этими призывами против русского населения, любого другого населения. Мы хотим жить в мире и спокойствии у себя на родине. И вас, пожалуйста. Да, у меня тоже вот комментарий небольшой по выступлению Рустембея. Полностью с ним согласен. Единственная такая ремарочка, что очень много соприкасаюсь как с общественными организациями, так и с простыми людьми по роду своей деятельности. И на сегодняшний день, как внутри Крыма, так и внутри Российской Федерации, ни у кого, ни у представителей ни одного народа, проживающих в Республике Крым, нету представление, что вот эти вот санкции ввиду позиции крымских татар. На сегодняшний день все понимают, что камнем преткновения на международной геополитической карте стала Россия. Европейский Союз, Америка и их сателлиты, они хотят видеть Россию того периода, который им очень нравился. Это ельциновский период. Медведь, водка, балалайка. И пьяный президент, который пилит ядерный потенциал, разоружает страну, не занимается как внутриполитическими, так и внешнеполитическими вопросами. Они бы с удовольствием видели бы вместо Черноморского флота в Севастополе натовский флот. Вот такая Россия их устраивала. А Россия изменилась. Новый президент, новые веяния и возвращение Крыма в состав Российской Федерации стало таким вот холодным душем
для вот этого цивилизованного европейского мира, который не ожидал такой наглости от России. Они думали, что России нужно еще время для того, чтобы окрепнуть. А крымчане немножко раньше всколыхнули эту войну и своим волеизъявлением в 2014 году, 3 года назад, просто ускорили определенные процессы. Выход подготовленной России на новую геополитическую карту мира. Да, Сергей Васильевич, насколько важно для нас, для крымчан, выступать с подобными внешнеполитическими инициативами? В частности, Черноморская ассоциация международного сотрудничества, она ориентирована на эту деятельность. Насколько для нас это важно, принципиально важно? Мне хотелось бы напомнить и уважаемым коллегам, и телезрителям о том, что мы собрались сегодня обсуждать интересные проблемы в знаковое время. 72 года назад в Ливадийском дворце проходила Крымская Ялтинская конференция 1945 года, и среди многих важных ее решений было решение, по сути дела, открывшее дорогу созданию Организации Объединенных Наций, которая много чего доброго сделала, по крайней мере, являясь трибуной для обсуждения важных проблем. Но вот, исходя из того вопроса, который вы задали, я бы хотел отметить, что мне очень импонирует тот дух, который у нас присутствует в студии, дух единения в понимании основных проблем. Вот насколько важна солидарность и единство народов Крыма, народов России. Давайте вспомним, что было в ООН по оценки по резолюции, связанной с Крымом, тогда весной 2014 года. А соотношение голосов было такое. Там, наверное, 10 государств поддержали Российскую Федерацию, 99 государств поддержали Соединенные Штаты Америки, которые там выступили с санкциями. И в этом отношении, наверное, около 50, чуть более 50 воздержалось при голосовании. Мы по факту видим пример достаточно значительного единства того блока государств, который противостоит России. Что можно противоставить этому единству? А нашу внутреннюю солидарность. Наше внутреннее единство, то, о чем говорили коллеги сегодня. А что касается позиции, через которую должна транслироваться в мир вот эта идея нашего внутреннего единства и единых оценок международных реалий, я думаю, что здесь существует масса возможностей, одна из которых была вами упомянута, это Ассоциация Черноморского сотрудничества, в которую входит и Крымский федеральный университет. И в этом отношении, безусловно, мы должны транслировать в мир эти смыслы. Мы едины, мы выразили свою волю. Эта воля закрепила нас в России. И в этом смысле мы готовы противостоять любому вызову, любому противнику, и победа за нами. Спасибо большое. Официальный Киев вместе с политическими иммигрантами крымско-татарского происхождения, они избрали тактику давления на международное сообщество, на международные структуры. В частности, вот не так давно Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию с известным содержанием. И именно в ответ на это общественные деятели Республики Крым выступили с инициативой представить в Генассамблею проект резолюции по соблюдению прав человека в Крыму с 1991 по 2014 год и с 2014 года по нынешнее время, это уже права человека на территории Украины. Прежде чем обсудить этот вопрос, давайте вспомним, как это было. Идея создания резолюции возникла после того, как в декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию, где призвала к международному мониторингу ситуации в Крыму. Документ содержит список преступлений, массовые столкновения и беспорядки, в которых пострадали люди в период с 1991 по 2014 год. Права человека стали использовать как орудие. Орудие прихода к власти, орудие прикрытия себя, когда правами человека или идеей за защиту прав человека стали развязываться войны и геноцид. Когда то, ради чего закреплялись права человека, это право человека на жизнь. И главная задача государства – обеспечить защиту жизни против и не допускать войну. Почему государство карает убийцу, и мы с этим соглашаемся. И убийца идет в тюрьму, а в некоторых странах и подвергается смертной казни, то у меня возникает вопрос, почему убийство сотен тысяч людей только уже передергивается и начинается
убийство как способ борьбы за. Я этого не понимаю. Во второй части документа описываются события с 2014 по настоящее время. Здесь идет описание массовых убийств, а также гражданская война в Луганской и Донецкой народных республиках, которая продолжается уже третий год. По данным ООН, на сентябрь 2016 года жертвами конфликта на Украине стали 31 805 человек. Он из себя представляет такой длинный список негативных эксцессов, преступлений, столкновений граждан с правоохранительными органами, которые происходили в этот период. В Конвенции ООН о наказании геноцида и предотвращении его, одним из признаков его является создание невыносимых условий для жизни. Когда, что было вот эти попытки, например, лишить Крым воды, организовать его энергоблокаду. Когда их все вместе собираются, получается вот некая такая комплексная картина, которая свидетельствует о том, что то государство, которое обвиняет Россию и в крымские власти в том числе в нарушениях прав человека, не имеет на это никаких моральных прав. В свою очередь, председатель региональной общественной организации Харымбыр Легаси Тумер Неметулаев отметил, что готов при необходимости лично продемонстрировать реальное положение дел в Крыму. Той Украины, которая была, ее просто сегодня нет. Там сегодня анархия, правый сектор, Азов, эти бандформирования, эти команды, которые уничтожают в первую очередь свое население Донбасса и Луганской области. Если ты обстреливаешь своих граждан, как можно относиться к той власти, которая сегодня сидит в Киеве? Население Крыма – это население славяне, татары, люди, которые всю жизнь мы вместе жили. Перекрыли воду, делают блокаду. Для чего? Вот в это время все жители Крыма, абсолютно невзирая ни на любую национальность, мы все сплотились, выжили. Кто, если не верит, как мы тут живем, пожалуйста, соберите депутатов Верховного Совета, пусть приедут, я сам их провезу, покажу. Сегодня все строится, все работает. Люди довольны жизнью. Стоит отметить, что в подготовке резолюции принимали участие члены национально-культурных объединений республики. Документ в ближайшее время будет направлен в МИД Российской Федерации для дальнейшей передачи в ООН. Ну что, Николай Николаевич, какие факты нарушений прав человека в украинский период вы там достаточно. Во-первых, главное даже не факты, главное тенденция, когда существовала тогда. То есть Киевом проводилась, собственно, политика сталкивания национальных групп. И слабая власть работает по принципу, разделяя власть, у них других способов нет, как-то дать что-то позитивное, направить в позитивное русло. Они просто проводили эту политику, сталкивая национальных групп Крыма между собой. И на этом всегда играли. Отсюда порождалось уже многие факты, которые сейчас не хочется их повторять и вспоминать, и это уже перевернутая для нас страница истории. В принципе, повторять не надо, можно просто всем членам ООН зайти в YouTube, набрать Рифат Чубаров 1990-2014 год и просто послушать его, о каких нарушениях прав, я как крымский татарин говорю, прав крымских татар говорил он в украинский период. На каждом митинге, на каждом траурном мероприятии, посвященному депортации крымского татарского народа, на любой площадке, и постоянно они об этом говорили. Но что-то последние 3 года, как они сбежали на Украину, они забыли. Они хвалят ту власть, которая 23 года гнобила крымских татар в Крыму. Да, и Вазби, в этом контексте очень интересно такое противоречие. Вот сегодня стоит задержать кого-то на 10 суток, они на весь мир кричат о каких-то репрессиях. А когда просто зверски убили Юрия Бекировича Усманова, Искендера Меметова, Норика Ширина, они даже не говорили о каких-то репрессиях. Вопиющие преступления с довольно-таки известными людьми, и основным ихним, скажем так, грехом было то, что ихнее мнение было полярным по отношению к мнению руководителям Меджлиса. А сколько ребят, сотни, тысячи, я сейчас готов навскидку только по Судакскому району фамилий 20 назвать, это люди, которые пострадали из-за политики Меджлиса на самозахватах, на митингах, когда они просили перекрывать дороги, блокировать органы местного самоуправления, а потом приходила МВД, СБУ, арестовывала ребят, и ребята получали реальные срока. Почему эти правозащитники, которые сейчас на АТР, на украинских телеканалах
на всех международных площадках кричат, что в Крыму нарушаются права крымско-татарского народа. Это кто у нас народ? Ахтем Чийгоз? Народ, который, я не помню, в конце 2010-х годов на пешеходном переходе беременную женщину сбил, заплатил деньги и избежал наказания. Это человек, который устраивал массовые противостояния как против других представителей народа в Крыму, так и против власти. Мы помним Айпетри, мы помним Балаклавскую, это из последних, и это на протяжении 23 лет. Где эти все, извиняюсь за выражение, я буду сыпать, Сафуре Кинжаметова, где этот Заир Смедляев, где Нариман Джилял, где эти все трусы и подонки были при Украине? С каких это пор они полюбили Украину? Кто у нас люди? Те люди, которые проходят по делу Хизбут Тахрир, это люди, которые также в свое время в Сирии, на Ближнем Востоке сначала сходили с белыми и черными флагами, сеяли ненасильственную идеологию, а в один момент происходит щелчок, идет команда с Запада, люди берут в руки автомат, режут головы, убивают людей. Это права этих людей нарушаются. Суд еще не окончен. Пускай суд признает, если виновными этих людей. У нас есть апелляция, у нас есть Верховный суд. Можно обращаться в Минжнарод. Пускай пройдут всю эту цепочку. Я эту цепочку проходил при Украине. В 2007 году был арестован властями Украины. 2 месяца отсидел в СИЗО, 5 лет был на подписке о невыезде. И я доказал, что я не виноват. Все уголовные дела были прекращены. И я вот имею право говорить, что тогда репрессивная машина Украины воздействовала на крымских татар, потому что я прошел и доказал, что я не виноват. А тут идет только досудебное, у кого-то досудебное следствие, у кого-то судебное следствие. А они ходят и истерят, как бабки. Рустембей, пожалуйста. Не с Айвазом хочется согласиться, но такой пример, вот недалеко от нас, Херсонская область. Да? Мы с вами прекрасно понимаем, что там на сегодняшний день порядка 12 тысяч проживает крымских татар. Вот они кричали, все крымские татары встанут за нас и будут вот здесь вот с автоматами идти освобождать. А я вам скажу так, что 99,9% крымских татар, живущих там, их не поддерживают. Они приезжают, пытаются в Новоалексеевке собрать ДК-клуб людей, где вместимость там порядка 250 человек, клуб пустой. Вот последнее их заседание набили полностью правым сектором. Правым сектором. Все, о чем говорили, это укрепление границ, освобождение крымско-татарского народа. Я знаю, вам скажу так, знаете, я там сознательную жизнь свою прожил, вот, в Новоалексеевке. На сегодняшний день к нам идут сотнями писем и жалоб от наших крымских татар в первую очередь, что таксистов заставляют платить дань. К этому привлекает власть, налоговую инспекцию, останавливает, должен на блокаду платить деньги. Эти видеоматериалы есть. Дальше есть, заставляли таксистов дежурить, заставляли граждан возить им еду, привозить им продукты. То есть вы понимаете, привычки узурпирования своего же народа остались, они никуда не деваются. Люди задают вопрос, вам государство выделило 60 миллионов, отчитайтесь. Отчета нет. 45 миллионов отдали на отряд. 23 года при Украине. Понимаете? Меджлис никогда не отчитывался. Хорошо, а что вы сделали тогда для крымских татар, живущих в Херсонской области? Ровным счетом ничего. Только одна спекуляция. Завтра будем мы здесь с помощью Турции на Арабатской стрелке строить какие-то поселки. Кому строить? Кто куда выехал? Я вам скажу так, что все 11 тысяч живущих крымских татар в Херсонской области всю жизнь мечтали вернуться на родину в Крым. И это их мечта, поэтому они в свое время и поселились на границе с Крымом. На сегодняшний день, вы понимаете, что самое страшное? Вот Мустафа Джемилев едет в Турцию. Так однополярный мир егошний уже давным-давно закончился. Вот здесь резолюция в отношении Крым-Берлиги. Вот она на турецком, на русском языке есть. Что 29 общественно-политических организаций крымско-татарских, в том числе и журналисты, живущие в Турции, поддерживают политику Крым-Берлиги, общественные советы крымско-татарского народа. Вот здесь все подписи, резолюции. Вот. Это от 2016 года, октябрь месяц. Здесь все написано. Пожалуйста, не все крымские татары сегодня их ждут в Турции. Понимаете? То есть на сегодняшний день все, это закончилось. Самое главное, мы здесь сами внутри Крыма должны наполнять и информировать и граждан, и в первую очередь наших соотечественников, крымских татар, что он не один в мире.
Он, да, может быть, свою миссию когда-то для крымско-татарского народа выполнил. Но пользоваться крымско-татарским народом и вгонять его в тупик, из которого мы никогда не выйдем, и наши дети и правнуки в истории останутся непонятно кем, вот над этим мы должны бороться. И это мы делаем. Я абсолютно не согласна, что они даже когда-то делали что-то хорошее для нашего народа. Позвольте мне с вами не согласиться. Меня интересует другое. И хотелось бы обратиться к нашему народу с тем, особенно той части, которая еще сегодня держится за Украину. Когда Украина успела стать для них родиной? Когда Роман Бессмертный защищал диссертацию «Как ассимилировать крымских татар»? Или когда наш крымско-татарский язык на территории Крымского полуострова был иностранный? Это тогда они успели полюбить ее как неньку. Почему меня больше волнуют крымские татары, простите, пожалуйста. Я извиняюсь, я и думаю, что... В 2010 году в Геническом районе главой администрации был принят закон и согласован, что крымско-татарский язык был региональным. В Геническом районе Херсонской области Новоалексеевки. Кто хотел делать для крымско-татарского народа, делали. Второй момент. Спекуляции, Здесь постоянно можем, наш народ держать на какой-то уздечке, противоставить ее власти постоянно. Вчера Украина была, Украине ставили. Сегодня Российская Федерации будем себе противоставить. Но нельзя так. Понимаете? Нельзя, хорошо, вы да. говорите, для народа было много сделано. Никто не отказывается, но наш народ до сих пор. Я до как раз прихода в говорю Российскую обратное. Да, живут на самозахватах. И Богослав, значит, не понял, Вы понимаете? меня неправильно поняли. Что Нет вы? газа, воды и так далее. Нет, ну что вы, Джанум Аллах разосан. Я говорю то, как есть. Политика Меджлиса, она всегда была разрушительная. Всегда. Абсолютно справедливо было отмечено, как не нравится хозяин кафе. Его избивали, кафе отбирали. Да. Не нравится Сарабовская высшая национальная школа. Возбудили 3 уголовных дела против ректора этой школы. И все, жизнь закончена, как говорится. Ну, слава богу, так не вышло, как они хотели. Ориентацию. Будешь исключен из Хорултая, как Немитулаев в 2010 году. Совершенно верно. За то, что он сказал, что Украина без России не имеет права на существовать. Человек, что делался? У Джемилева в руках была большая такая деревянная печать. И на автобиографии этого человека, на Курултае или на митинге он ставил печать «Садхан, предатель». Все. И вся эта машина репрессивная по местам начинала работать. Сарафанное радио. А если, не дай бог, уже когда было АТР, покажут человека по АТР, что он предатель, все, с человеком переставали здороваться, родственники переставали приглашать на свадьбы, на день рождения. Человек просто выпадал из системы ценностей крымских татар. Он еще больше утверждался в своем мнении и еще больше шел с этим мнением вперед. Противостояние нарастало, но тут, конечно, в руках финансовый, силовой механизм в руках Меджлиса был больше, и мы вот сегодня в передаче говорились, имеем уже печальные примеры просто физического ликвидация или молодых людей, или взрослых людей, которые просто не плясали под дудку. Да, я думаю, наверное, нам немножко нужно прекратить о них говорить, потому что, слава богу, в Крыму нет, и давайте мы не будем делать им рекламу. Да? Нет, рекламу мы не делаем, просто нужно осознавать то, что было, то, что Вот для есть. того, чтобы осознавать, люди должны задуматься. Я хочу отдельно сказать спасибо правительству за то, что строится мечеть. Каждая крымско-татарская семья, каждая, вложила 1 кирпич. Была такая акция, если вы помните. Да, конечно. А я знаю целый ряд крымских татар, которые, не доверяя своим детям, что они не додадут, не донесут эту сумму их пенсий, несли и сами лично отдавали свои пенсии на строительство этой мечети. Я очень долго ждала этой мечети, и слава Всевышнему, что она строится и быстрыми темпами. Люди должны об этом задумываться, что вот, хорошие примеры, мечеть строится, школа у нас в сентябре уже вступит в полном объеме, замечательная, завидная. Она настолько современная, что я даже где-то чуточку завидую детям, которые будут учиться в этой школе. Ну, повезло им, ну что сделаешь? Нам не повезло, им повезло. И то хорошо. То есть здесь нам уже, наверное, нужно прекратить говорить о том, что вот они такие-сякие. Вы простите меня за то, что я вначале, ну, я уже под общим, как говорится, под эмоции на меня тоже они возымели действие, я уже как бы включилась. Нам нужно уже смотреть на жизнь здесь. Мы живем здесь, в Крыму. Мы всегда мечтали жить в Крыму. Мы ехали в Крым. И слава Богу, эта наша мечта осуществилась. Мы должны радоваться тому, что мы здесь живем. И не нужно нам на вот эти вот дешевые спекуляции обращать внимание. Они только вред наносят. Я даже сочувствую тем людям, которые смотрят сегодня канал АТР, потому что это вредно для здоровья. Нельзя этого делать.
Канал должен нести позитивные в семьи, а если он несет одну отрицательную энергию, то заражается вся атмосфера. Ну, вот приблизительно как-то так. Да, хорошо. Умир Абдуллаевич, вы, когда анализируете наши межгосударственные взаимоотношения, то, что происходит в глобальном масштабе, что вас больше всего беспокоит сейчас? Вот если межгосударственные или межнациональные взаимоотношения, если рассматривать, ну, я бы как не политолог, не профессионал, я бы их просто на два уровня разбил бы. Те события, на которые я никак повлиять не могу, они значительно выше, я могу просто через СМИ за ними отслеживать, наблюдать, делать какие-то для себя выводы, анализы, и это один уровень. И есть позывы оттуда, на которые реагировать уже как гражданин, как житель Крыма, как крымский татарин, не реагировать я не могу. Вот, в частности, мы не так давно пережили выборы. Опять пошли позывы не участвовать, изолироваться, отойти от всего этого. То есть превратить народ в такую инертную массу, которая ни в чем, уйти на обочину, вот мимо тебя идут, Жизнь пролетают автомобили, автобусы, а ты вот стой на обочине и выжидай, когда кто-нибудь тебе что-нибудь с этого автобуса бросит. Ну, кто может сказать, в каком царстве, в каком государстве, в какое время, когда какая-то группа людей, народ, нация вот так вот отстранилась от всего под влиянием кого-то и достигла каких-то высоких результатов. Ну, стоя на обочине, наверное, ничего не получишь. Поэтому мы должны жить полнокровной, полноценной жизнью, участвовать в общественной жизни, в государственном строительстве, естественно, участвовать на всех выборах. Наша молодежь должна расти, на чем-то, на ком-то она должна учиться. Учиться должны и в вузах, и по жизни, это безусловно. Ну и были сейчас, по-моему, уже некоторый спад пошел, агитация выезжать из Крыма. Вы знаете, наверное, мы редчайший народ, слава Богу, уже вернувшийся и живущий на своей земле, у которого диаспора порядка около 20-кратно превышает проживающих в Крыму. Ну так, априори, может быть 18, может быть 22, я точно не берусь сказать. И это результат вот предшествующие столетия вот таких вот подобных политик. Где-то муллы на себя это взяли, тоже опосредованно были всего лишь прорабами этого процесса. Где-то политики взяли на себя, где-то просто главы родов каких-то поднялись и ушли. В результате имеем то, что имеем. Умир Абдуллаевич, мы продолжим эту тему. Да. У нас есть телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, салам алейкум. Алейкум салам. Я хотела задать вопрос, что за нас за депортированных очень побеспокоился Сергей Валерьевич Аксенов и президент России Владимир Владимирович Путин. За нас очень беспокоится и старается нам помочь депортированным и за жилье, и за все на свете. Спасибо ему, что он за нас очень беспокоится. Спасибо вам большое за звонок. Да, Умир Абдуллаевич. Если продолжить, я все хочу о нашем лозунге, о консенсусе. А консенсус, мы к нему идем. Я думаю, что приближаемся. Очень такой большим шагом в этом направлении была реабилитация нашего народа. Сколько лет я дитя фронтовиков, погибшего племянник, сын, зять и так далее фронтовиков. И этот закон о реабилитации, пусть с очень большим опозданием, но все-таки он нас настиг, мы его видим.
Ну, к сожалению, пока вот так вот этот замедлился процесс, я хотел бы остановиться на одном маленьком моментике. Ведь реабилитация – это не просто раздать справки народу, сделать некоторые льготы народу, некоторые льготы. Это гораздо более широкая цепочка событий. Я хочу, как ученый, просто один момент сказать. Вот в 60-е, да и практически до 2014 года писалась масса литературы, значительное количество литературы, ну, явно очернительского характера на наш народ. Эта литература по сей день находится на полках библиотек, в школах, в республиканской библиотеке и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, до 2014 год, наверное, был где-то вот переломный. Если вот я не вру, кажется, фамилия их семейная чета Шершовы сумели оклеветать Алиме Аденану, сделать из нее преступницу, предательницу и так далее, и так далее, и так далее. И эта книга уже была издана. Она была на грани выхода уже по школам, должна была разойтиться как вспомогательный материал, по-моему, по истории для изучающих в школе историю. И слава Богу, тогда кто-то успел все-таки увидеть, что несет. И на поверку оказалось, буквально через год-полтора, я вот должен был помнить вечно фамилию этого ученого, доктора наук, который, случайно встретившись с одним из наших соотечественников, пообщавшись, узнав эту проблему, трагедию, обратился в архивы, массу материала, и выяснилось, что она не предательница, а более чем достойна присвоения звания Героя Советского Союза. И в 2014 году ей присвоили звание. И в 2014 году, я точно не помню, 14 или начало 2015 года было, ей было присвоено звание Героя России. Российской Федерации. Ну, в то время, если бы своевременно было, наверное, было бы Героем Советского Союза. Так вот, я еще раз хочу вернуться к тому, с чего я начал. Вот эту литературу, я вовсе не иезуит, там, собирать эту литературу, разжигать во дворе какие-то костры, бросать в эти костры эти книги, сжигать. Ни в коем случае, я далек от этой мысли. Я всего лишь предлагаю начать все-таки вот такую, если мы речь ведем о реабилитации народа, то начать такую научную работу, проанализировать, вот это на поверхности лежат эти книги. Это авторы, которые, извините за то, чтобы отовариваться в обкомовских буфетах, вот это вот, а может быть и по заказу, скорее всего по заказу, писали эту... Можно сделать намного проще. Можно к каждой книге прикладывать указ о реабилитации. Я думаю, что должен быть в средствах массовой информации какая-то информация, чтобы особенно крикливая такая литература должна была быть оповещена. Надо выносить на поверхность, создать некий список этой литературы. Общество должно быть оповещено, что есть такая литература. Иначе что получится через какое-то время? Это о реабилитации помнит тех, кого реабилитировали. И там кто-то из ближайшего окружения, может быть, кто-то из руководителей чиновничьего аппарата. А студент пишет реферат. Студент пишет какое-то сочинение. Мало ли что. Большое, да. У нас есть телефонный звонок, еще один. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, селям алейкум. Алейкум селям. Как вас зовут? Я бы хотел бы сказать, если возможно, можно ли телевещание АТР глушить на территории Крыма, чтобы они не влияли на крымский татарский народ извне и на другие народы.
Хорошо, спасибо большое за ваш звонок и вас. Можно на спутнике. Да и зачем? Там Все возможно. И сигнал АТР возможно погасить. Но гасить его не нужно не спутниковый сигнал, а самосознание вот Да, здесь. Да, совершенно. Каждый крымский татарин должен гасить свое самосознание здесь. На сегодняшний день этот канал несет больше горя и преступной составляющей крымско-татарскому народу. Вот здесь вот о справках о реабилитации говорилось. Хотел бы буквально небольшой момент вернуться. Ведь эти справки о реабилитации как раз-таки нужны были в разрезе геополитического противостояния вот между Россией и другими странами. Россия этим шагом показала, да, у нас в свое время были ошибки, мы их признаем, мы приносим извинения, мы реабилитируем. У крымских татар, как по мне, высказываю исключительно свое личное мнение, эти справки нужны были тому поколению, которое депортировалось из Крыма. Потому что вот эта же бумага не вернет 42% крымских татар, которые погибли. Она не вычеркнет из памяти народа 50 лет проживания в местах депортации. Я уже третье поколение крымских татар, которое родилось на этот свет после депортации. И я себя предателем никогда не считал, ни с детства, ни по сей день, и не считаю. Не дай бог мне это кто-то скажет. Ответ будет достойным. И мне эта бумажка не нужна. Поэтому самое главное нашему народу, вот здесь вот как коллега обращалась к нашим соотечественникам, на сегодняшний день во всем этом геополитической вот этой вот возне вокруг Крыма, а на сегодняшний день это уже показательно, что это возня. Потому что мы видим, как уже ряд европейских стран меняются настроения в преддверии выборов в Германии, во Франции. Что те политики, которые вели последние 3 года антироссийскую истерию, которые периодически на лобное место пытались вытаскивать Крым и крымских татар и вешать на Россию, на российский народ санкции, эти политики сдуваются. На арену выходят новые политики, которые протягивают руку. Теперь пожмем мы эту руку? Пожмем, потому что Россия всегда готова к диалогу. А крымским татарам мы живем на родине. Рустембей тут показал бумагу, что ряд и многочисленный ряд общественных организаций и представительств Турции поддерживают политику общественной организации Харам-Бірлігі. И мы видим, что международная общественность, как в лице крымских татар и не крымских татар, она не будет поддерживать Чубарова, Джемилева, Чайгоза. Она будет поддерживать крымско-татарский народ у себя на родине. И в первую очередь основная идеологема демократического мира – это мирное сосуществование народов на одной территории. И в этом плане крымским татарам нужно просто Украину давно выкинуть из головы. Это мать и мачеха, которая 23 года нас гнобила, и сегодня она ушла. Сегодня есть достойный партнер крымских татар в лице президента, в лице Российской Федерации, в лице главы Республики Крым. И крымские татары, если выкинут полностью Украину из головы, могут стать достойными игроками даже на геополитической карте мира. Спасибо большое. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Алло, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Салям алейкум. Алейкум селям. Салям алейкум. Алейкум селям. Пожалуйста. Я из города Джанкоя, Абибулаев. Я хотел бы сказать то, что на вашей передаче очень много говорилось о санкциях, еще у нас Спасибо вам большое. У нас какие-то технические неполадки. Прошу у вас прощения. Пожалуйста, Сергей Васильевич. В свете того, что говорили коллеги, мне хотелось бы обратиться к словам уважаемого профессора о тексте. Сначала было слово.
И в этом отношении значение текста, оно имеет важнейшее значение. То есть то, что написано в книгах, там, на других носителях информации. И в этом смысле тексты отражают нашу общую историю Крыма. И эта проблема, о которой вы говорили, она, безусловно, существует. Какие выходы вот здесь в этом отношении видятся? Я как историк и политолог, и автор с 2 десятков книг могу сказать следующее. Что нам нужна спокойная дискуссия профессионалов, которые будут давать, соответственно, в своих работах вот эту интегрированную оценку, основанную на новых источниках, на новом видении того, что было. Это один путь. И второй путь, который реализуется сейчас. В настоящее время в Крыму готовится даже несколько вариантов, скажем так, крымской истории. Вот авторский коллектив под руководством Мальгина Андрея Витальевича, директора Центрального музея Тавриты, готовит историю Крыма такого академического характера. Скажем, в рамках серии «История России через историю регионов» ученые Крымского федерального университета готовят свое видение крымской истории. И в этом смысле решение подобных проблем, о которых вы говорили, профессор, лежит именно через формирование многонациональных коллективов, через спокойную дискуссию, которая будет давать нам более взвешенное понимание нашей истории, но в конечном счете и нашего будущего. Спасибо большое, Рустем Бей. Мустафа Джемилев, он всегда бравировал своими внешнеполитическими контактами. Был очень интересный эпизод, когда в 2004 году сюда в Крым прибыла делегация сенаторов во главе с известным республиканцем ястребом Джоном Маккейном. Они не встретились тогда ни с одним должностным лицом, только с Мустафой Джемилевым. Ну, совершенно очевидно, что после 2014 года он эту деятельность внешнеполитическую еще более активизировал. И вот недавно мы видели в сюжете, значит, был визит в Турцию непосредственно, была реакция на это председателя Госкомнадзора Заура Смирнова. Насколько для нас важно высказывать нашу позицию по отношению вот к таким политическим спекуляциям на внешней арене? Я еще раз повторюсь, для нас это очень важно. В первую очередь это важно для самих, для нас, для крымских татар. И здесь, и на Украине те, которые живут, и в Турции те, которые проживают, и для остальных всех граждан и народов, которые живут в Крыму и в Российской Федерации. Мы не можем стоять молча, когда тот или иной представитель нашего крымско-татарского народа, да, они крымские татары, но они представляют нас в какой форме, в каком формате мы выглядим на международных площадках, да? То есть за нас с вами решает нашу судьбу. Здесь мы ни в коем случае молчать не должны. И поехал Джемилев, мы с вами видим, что на сегодняшний день, образно говоря, ну, как говорится, слава Всевышнему, мы не видим там государственных чинов, которые его приветствуют и жмут ему руку. Потому что правильно говорят, знаете, геополитические возможности, и лучше дружить на сегодняшний день с Российской Федерацией, в Турецкой Республике это понимаю. Понимаете, какие-то казусы происходят, к большому сожалению, вон, как предательски нашего посла убили, потом самолет сбили. На сегодняшний день произошел казус в Сирии, там наши тоже ВСКР удар нанесли по турецким. Эти технические моменты не возникают, и враги есть. Понимаете, вот эта Гюленовская школа, которая в Турции очень сильно просела во все институты власти, и которая хотела свергнуть действующего президента, но вот к чему мы, почему вот говорим и будем обращаться постоянно? Консолидация народа. Они едины. Они встали и сказали нет. Плохо, хорошо, нас все устраивает. У нас есть выбранный президент, и он наш будет президент до тех пор, пока мы его легитимным путем не переизберем. Это для всех должно быть примером. Вы поймите, если бы на Украине не произошло госпереворота, и не вот эта кучка, которой тысячи была согнана на Майдан тем же Маккейном и раздаванием пирожков за доллары, да, а весь бы украинский народ поднялся бы и сказал нет, Россия нам не враг, русский народ нам не враг, и все остальные народы, живущие в Украине и в России, нам не враги. На сегодняшний день не было бы этой братоубийственной войны, которой сутками дети гибнут, старики гибнут, все умирают. Поймите, да? И мы, для этого и созданы общественники, мы должны не то что работать, мы 24 часа в сутки, в первую очередь крымские татары. Почему? Потому что, к большому сожалению, всю вот эту международную карту по Крыму разыгрывают через призму крымских татар пытается. Понимаете? И мы здесь как никогда 24 часа, еще раз повторюсь, должны над этими вопросами работать. И объяснить международному сообществу, приоткрыть глаза сначала, а потом разъяснить и доказать и убедить, что крымско-татарский народ здесь. И его мнение жить в составе Российской Федерации.
Николай Николаевич, может быть, это и детали, но судя вот по тем отчетам, которые мы видим, нигде вот в ходе визита Мустафы Джемилева не было представлено украинского флага. Ну, единственное, там Мустафа Джемилев с маленьким флажком украинским ходил туда-сюда. Какая страна, такой и флаг. Не, ну, это может быть очень косвенный, но тем не менее такой показатель отношения Турции к статусу нашей республики. Но я о другом. На протяжении вот этих нескольких лет все-таки очень неровно складывались взаимоотношения России и Турции. Но сейчас мы наблюдаем такую фазу стабилизации. Как вы считаете, турецкая сторона, она будет рисковать взаимоотношениями с Российской Федерацией в угоду каким-то политическим интересам, спекуляциям со стороны Украины? Ну, на ваш последний вопрос ответ короткий: нет, не будет она рисковать. Вопрос другой, вот интересно, вы упомянули вот это отсутствие флага. Ну, между прочим, вот эти люди, которые, Джемилев, Чубаров, вот они очень грамотны в медийном фоне. Как использовать медиа, как использовать какие-то символы. Консультанты просто заокеанские. Ну, опыт, хорошие консультанты. Ну, не в этом. Деньги да? народные. Вопрос другой. То есть это вопрос имиджа государства, к которому они пытаются себя с которым ассоциировать. Поэтому в мире так складывается за последние годы. Украина, может, кто-то в мире жалеет, но уж точно никто не уважает. Так она сама сделала. Это распорядилась. Никто ее никто не заставлял. Другой вопрос, например, ассоциации крымских татар как народа, живущего в дружной семье российских народов. Россию в мире, наверное, кто-то не любит, кто-то побаивается и так далее. Но тем так или иначе уважают государство, которое умеет постоять за себя, умеет реализовать свои интересы, и при этом иногда довольно-таки так мягко. Все ждут, что вот сейчас страшное, там еще что-то покажет. Нет, придерживаясь именно такой мирной политики. Это вот такая вот важная часть вот для крымского государства. Важен, да, тоже имидж его, как на него смотрят в мире. Ну, вот вопрос, с кем ассоциироваться. Но если так вкратце сказать о визите Джемилева, вот я думаю, у меня простая версия. Он просто поехал туда попробовать сбить денег немножко. Как всегда, да, у нас еще Попросить. телефонный Ну, как-то, звонок. да, кому-то голову задурить, Алло, где-то слушаем еще вас. что-то, ну, как-то так. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, да. Да. Я могу говорить? Конечно, говорите. Как вас зовут и ваш вопрос? Да. Добрый день, студия. Я звоню из Евпатории, но сама я не местный житель. Вот, я преподаватель вуза. И мне очень нравится ваш разговор. Спокойный, размеренный, с солидными, знающими людьми. Мне очень нравится ведущая. Я которую передачу смотрю. Вот. И я просто выражаю вам свою благодарность за такую интересную программу. Вопрос, извините, что долго. Вопрос у меня такой. Я очень хорошо отношусь ко всем национальностям. Но я человек из Советского Союза. И, соответственно, этому воспитанию. Вот делается ли сейчас что-то в среде крымско-татарской для того, чтобы к русским относились так же хорошо, как мы относимся? Ну, по крайней мере, мои знакомые. Благодарю вас. Да, спасибо вам большое. Рустембий, пожалуйста. Ну, мне кажется, что все это очевидно, и вас беда. Да, ну, крымские татары, и не только к русским, а вообще к представителям других конфессий, национальностей всегда относились. Мы очень гостеприимный народ. Но восприятие в публичной плоскости крымских татар все-таки проходило в разрезе непосредственно проводимой политики Меджлисом. Все эти митинги, самозахваты, побоища, когда в открытую крымские татары противопоставлялись казакам, русским, грекам, армянам. Сейчас Меджлиса нет, 3 года этих противостояний уже нет. Мы... И вас, Богослав, добавлю. Я вам скажу так. Живя в Херсонской области я в свое время, да, родился и вырос я там, в школу ходил я там. Противостояния никогда не было между крымскими татарами, украинцами, русскими, еще кем-то. Вы поймите, с появлением Меджлиса и их политики на протяжении 20 лет внушали всем крымским татарам, что все, что русское православное, это враг крымско-татарского народа. Понимаете, даже наши деды, бабушки, те, которые воевали в Великую Отечественную войну, они Джемилева просто раздражали. У нас никогда прилюдно... Вот если взять общее собрание того Меджлиса, который пытался узурпировать крымско-татарский народ, никто вслух не говорил, что его там дедушка там, или
там прадедушка, либо дядя воевал в Великую Отечественную войну. Что говорить, если даже имя Амидхан Султана его раздражает? Понимаете? Вот мы сами отвечаем на свой вопрос. И вам спасибо за вопрос. Крымские татары – это культурно-исторически воспитанный народ. Это тот народ, среди всех мусульман, мне даже, знаете, кажется, по истории, который был европейски интегрирован. Понимаете, наша женщина, крымская татарка, первая стала депутатом в 1916-18 году, не могу ошибиться. Да? То есть у нас всю жизнь были европейские взгляды. Мы всю жизнь толерантно жили со всеми народами. И будем жить, и продолжаем. Мы и хотим жить в многонациональном Крыму, друг друга уважая и чтить. Понимаете, Культуру вот это вот восприятие крымских татар, буквально недавно в молодежной среде с рядом молодых людей сидели, обсуждали и пришли к общему мнению, что 23 года все враги. Вот Россия ассоциируется с титульной нацией русскими. Они нам должны, они нас вот депортировали. Вот лично, персонально каждого русского вина. Украинцы сейчас нам не дают ни землю, ни возможности, не реабилитируют, ни это. Они тоже виноваты. Армяне вообще, что они здесь делают? У них есть Армения. Пускай туда. Разжигалась межнациональная рознь. И вот в свете этой политики крымские татары, ясное дело, вот эти вот колючки поневоле выпускались. Как только люди, которые перестали делать эти акценты, эти колючки у нас вот за 3 года крымско-татарским народом не выпускались. Выпускались меджлисом. Меджлисом. Вот мы должны вещи называть своими именами. Меджлисом. И мы пришли к мнению, а разве в истории человечества, есть ли на земле хоть один какой-нибудь народ, который не страдал? Русские не подвергались в свое время геноциду, украинцы, армяне, грузины, чеченцы, да любой народ, индейцы Северной, Южной Америки, любой народ подвигался. Другое дело, что когда народ эту обиду готов проглотить и жить дальше, развиваться, протягивать и улыбаться дальше окружающим, созидать в мире, наш народ немножко засиделся, меджлис его держал вот в этом соусе. Ну, даже при всем при этом, вот все друзья моих племянников, все русские ребята замечательно говорят по-крымско-татарски. У них никогда не было вот такого противостояния. Они считают это за честь прийти, поздороваться, попросить, выпить чашечку кофе. Поэтому народ все-таки мудрее и не всегда подвергался, да. Да, у нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Салям алейкум. Алейкум салям. Очень приятно. Ваш вопрос. Вы меня слышите? Слышим вас хорошо. Задавайте ваш вопрос. Без целостности и государственности никакой речи не может быть о снятии санкций. Мы можем очень много говорить на эту тему, но без восстановления правосубъектности никакого решения не может быть. Спасибо большое за ваш звонок. Мне бы хотелось все-таки вернуться туда далеко, в Соединенные Штаты Америки. В период правления Обамы наши взаимоотношения между нашими государствами, они вышли далеко за рамки дипломатического приличия. И, наверное, было бы как-то очень наивно говорить, что с приходом Дональда Трампа вот наши взаимоотношения вдруг станут в цветочек и в рюшечку. Но, тем не менее, значит, на политическую авансцену вновь вышел политический тяжеловес Генри Киссинджер, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки. И если верить просочившейся информации из спецслужб американских, и Фэнси Бирс здесь ни при чем, я так понимаю, он готовит для плана целую программу действий, как раз вот по нашему направлению. В частности, в этой программе изложен совет Генри Киссинджера все-таки признать Крым, значит, восстановить влияние России вот, по отношению к Украине. Там целая череда вот таких позиций. Как вы считаете, прислушается ли Дональд Трамп к такому политическому все-таки тяжеловесу, за спиной которого такое огромное количество фундаментальных решений? Как вы думаете? Если говорить о Генри Киссинджере и его весе в американской политике, в американской академической среде, то мы, наверное, отметим, что этот гарвардский профессор, который стал выходить на академическую арену в 50-е годы, там первой его работой была работа «Ядерное оружие и внешняя политика», которая, кстати, говорила о том, что необходимо рассматривать проблемы разоружения. И это был 1954 год, когда был эпогей холодной войны.
Так вот, это человек, который, безусловно, является тяжеловесом. Правда, уже в довольно таком уважаемом возрасте. 93 года, да? Да, уважаемом возрасте, но тем не менее он сохраняет серьезный авторитет. И он все последующие десятилетия был главным экспертом республиканской партии по внешней политике. Если как бы интегрировать его подход к решению международных проблем, это можно обозначить следующим образом. Достижение личных договоренностей между лидерами государств с последующей легитимацией этого решения в соответствующих международных документах на международных форумах. Вот в этом смысле то, что говорит Киссинджер, оно, безусловно, имеет вес. И, соответственно, логика того, что Америка будет менять позиции по некоторым вопросам, она тоже несомненна. Но я не торопился бы оптимистично смотреть на ситуацию, связанную с отменой санкций и признанием референдума в Крыму, и, соответственно, Крыма в составе Российской Федерации, поскольку возникает вопрос, а что Киссинджер советует за это получить? И пойдет ли российское руководство на подобную плату? Вот здесь возникают большие вопросы. Но вот в продолжении этой идеи мне хотелось бы вернуться к звонку нашей телезрительницы из Евпатории. Вы помните ее слова, что вот что там нужно делать среди крымских татар, чтобы они лучше относились к русским и так далее. Вот для меня этот звонок был звонком, так сказать, в двух измерениях. Понимаете, если отбросить частности, мы ведь с вами находимся на войне информационной. Конечно. И вот в этом отношении та роль общественности, о которой вы говорили, играет очень большую роль. И в этой информационной войне будет, как ни странно, а может быть, скорее закономерно, чем странно, будет работать вот этот великий принцип «divide et impera» – «разделяй и властвуй». И вот даже в этом вопросе прозвучал элемент вот этого разделения. Пусть он был позитивно высказан, пусть с симпатией к нам относится телезрительница, но мы видим, что это в общественном сознании, в общественном настроении присутствует. О чем мы с вами и говорим. Конечно. Ну, вы обратили внимание, что она не житель Крыма. Биться за умы, живущих Конечно, здесь. Конечно. И вот в она этом здесь смысле живет, мы можем она сказать приехала. абсолютно точно, будет ли Киссинджер или Трамп, будет ли там какой-то другой представитель республиканской или демократической партии. Вот эта борьба извечная между геополитическими силами, она будет продолжаться. Будут находиться разделительные линии внутри крымско-татарского народа, внутри любого из российских других народов, между крымскими татарами и русскими, между другими национальностями. Поскольку мировая конкуренция предполагает это информационное воздействие. И мне кажется, вот высокая ценность и нашей передачи, и, если хотите, той дискуссии, которая у нас здесь идет, в том, что мы эти линии разделения минимализируем. Мы находим то, что отражено в названии нашей передачи – консенсус. Да. Николай Николаевич. Вот что бы мне хотелось сказать, вот, кстати, тоже реагируя на вот этот звонок, в том числе человек так устроен, что в нем, в его душе легко посеять зерна ненависти, зерна обиды. Мы так устроен. Хрупкое мы существо. И поэтому с этим надо как бы бороться, противостоять этому. Здесь очень много зависит от творческой элиты, интеллигенции, духовных лидеров, управленческой элиты, от людей, которые вот должны вести нас всех вместе по пути, ну, скажем так, консенсус – это результат переговоров, поэтому здесь немножко не то слово, скорее по пути духовного единства, по пути того, что главное как вместе создавать, а не как что-то делить. Да? Вот здесь вот на это мы хотелось обратить внимание, призвать к некой такой повышенному уровню ответственности вот этих групп населения перед своим народом и касающихся всех групп, национальных групп Крыма. Вот, в разрезе советов Генри Киссинджера этот человек на самом деле является одной из таких влиятельных фигур за кулисы, и он же не автономная фигура, он представляет интересы определенных людей, как финансовых, так и политических элит. И данный его совет, это, скорее всего, не изобретение какого-то велосипеда, а это просто закономерное следствие. Не получилось так, значит, зайдем по-другому. Интересно получается другое, что в свете
высказывания Генри Киссинджера, в срезе высказывания Мари Ле Пен во Франции и других вот таких вот геополитических ходов, как внутри Европейского Союза, так и за океаном, мы начинаем видеть, как трансформируется высказывание господина Джемилева. Он уже в интервью начинает агитировать крымско-татарский народ, что нет необходимости выезжать за пределы Крыма. Данные 3 года призывы его, они провалились полным обвалом. Кроме пару сотен представителей партии Хизбут Тахрир, которые, скажем так, побоялись законного преследования выезжавших. Больше никто не выезжал. Потом он уже дает многим украинским средствам массовой информации интервью, что Крым ни военным путем, ни каким-либо другим в ближайшее время не получится вернуть. И это что в долгосрочной перспективе. Только санкциями. Усилением санкций. И только усилением санкций при помощи Запада и Европы. А мы видим, что Запад и что Европа и непосредственно Соединенные Штаты Америки настроены дружить. Какой будет эта дружба? Но это зависит и от нашего президента не в малой части. Поэтому наше дело будем посмотреть, ну и комментировать по ходу дела. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Селям алейкум. Алейкум селям. Ваш вопрос. Согласно закону о реабилитации, крымские татары имеют право на свою национальную государственность в Крыму. В данный момент, и пока не будет восстановлено законодательству национального государства крымских татар, никакие санкции Запад не снимет. Спасибо большое. Спасибо большое за ваш звонок. Мы вас услышали. Рустамби, у вас было дополнение? У вас было дополнение к реплике? Ну, я скажу так, что между вот тебе и на тебе большая разница. Знаете, вот при Украине мы жили вот тебе, при России мы живем на тебе, и все опять какие-то поступают звонки какой-то государственности. Да, если мы помним принятие закона, то есть там Ленина и все прочее, была Крымская ССР в составе российских. Мы сегодня имеем Крымскую республику. Рустембей, я как представитель национальной культурной автономии, которая претерпевает определенную ломку в представлениях крымских татар, наверное, давайте я озвучу. В Крыму проживает 174 народа. Более 2 миллионов человек. Из их числа чуть более 300 тысяч это крымские татары. О какой речи государственности можем мы ставить, если мы сидим, как в мультике, капризные дети, дайте, дайте, дайте. А что мы готовы дать более 1,5 миллионам остальным гражданам, проживающим в Крыму? Где наша добрая воля? Крым – наша родина, и никто из 173 народов, проживающих в Крыму, это право никогда не оспорит. Это внутреннее состояние, это самоопределение каждого крымского татарина. Но если это наша родина, если это наш дом, насколько мы его уютным, светлым можем сделать, чтобы другие народы, пришло время и подарили нам эту все понимают, государство. Все недавно понимают, у вас в Фейсбуке вы обсуждали проект Конституции Я его не обсуждал. Никто на сегодняшний день не претендует на ту роль, что Крым – это родина крымских татар. Согласно студии. Поэтому мы здесь живем на сегодняшний день. Наш крымско-татарский язык, он признан государственным. Да? Может, кто-то соглашается, он мало там в обиходе, не все. Поймите, да? Над этим надо работать. Законы надо наполнять. Общественность должна собираться обсуждать те или иные вопросы. Вы поймите, никто не знает на сегодняшний день, как сам крымско-татарский народ, свои чаяния и свои проблемы. То же самое за русского человека, скажем. То же самое за евреев, скажем, за армянского. За любого, у каждого народа есть свои какие-то претензии к тому или иному государству. Но давайте научимся жить без претензий, а научимся жить, друг друга понимать и слышать. Вот когда мы эту границу перейдем, понимать и слышать, вот такие вот провокационные вопросы, они будут отпадать. Понятное дело, каждый любой там малый народ, плюс-минус, да, хочет иметь свое государство. Как? Давайте вот мы правильно объясните. назовем указ. Не указ о реабилитации, а указ о мерах по реабилитации. Это говорит о чем? Говорит о том, что его нужно наполнять соответствующими мерами. Поэтому еще все впереди. Так, вот, поэтому не нужно так грубо только в общении, отрезать и говорить, только что... в услышании друг друга можно приходить к золотой середине. Есть понятие «золотая середина». Есть возможность, есть указ о мерах, значит, будем думать.
Просто Как такие и каким моменты, они образом? всегда, по-моему, подчеркивают мысль, что мы в гостях у кого-то, мы у себя дома, и от нас... Что если нам не дадут завтра государственности, послезавтра крымско-татарский народ исчезнет вместе с языком, традицией, бытом. Мы 50 лет в депортации в Горьковской области, на Урале, в Узбекистане, в Мы не в Казахстане, в депортации. Таджикистане не ассимилировались и не исчезли. Мы вернулись на родину. С 200 тысяч депортированных крымских татар 42% погибло в депортации и последепортационный период. И на сегодняшний день в Крыму проживает 300 тысяч крымских татар. За 70 лет, за 3 поколения, получается, с менее чем 100 тысяч мы приумножились на более чем 500 тысяч, потому что 300 тысяч крымских татар проживает в Крыму, и еще столько же проживает в местах депортации по сегодняшний день. Мы сильны. Что такое народ. депортация? Депортируют на родину. Давайте мы уже забудем про это слово. Пожалуйста. Есть термин репрессия, насильственное выселение. Да. Я уже устала, послушайте. Давайте уже привыкнем к тому, что мы будем называть не депортация, а насильственное выселение. Да, Согласны со мной, коллеги? Вот Да. по поводу такой институции, как национальная территориальная автономия, такой так называемой государственности. Каждый институт возникает в свой определенный исторический период, соответствует определенным задачам. Когда-то они создавались. Да, они сейчас, многие такие, продолжают существовать, некое по инерции. На мой взгляд, в современном мире это устаревший институт. Сейчас существует масса других методов развивать национальную культуру, сохранять свою самобытность, реализовывать свои культурные, языковые и так далее права. То есть сейчас как бы по-другому, сейчас в мире их, собственно, никто не создает. Был такой период исторический, когда это считалось вот такая идея. Тогда их изобрели. Когда-то кто-то их учредил, но они продолжают жить, хотя часто вообще уже носят такой чисто декоративный, формальный характер. Еще раз повторюсь, современный мир имеет массу других способов и институтов реализовать национальное самосознание, реализовать культурные, языковые и другие Спасибо большое. похожие Мир права. Абдуллович, на международной арене очень часто поднимаются вопросы крымских татар, но тем не менее вас не смущает то, что через крымско-татарскую тему пытаются воплотить идеи, мысли крымских татар, а пытаются удовлетворить интересы украинского государства? Конечно, это очевидно такое подтягивание нашего народа под это совершенно очевидно. Я согласен с этим. Да, спасибо. На АТР буквально недавно, я там сейчас персона номер 1, начали меня наконец-таки крутить, признали в конце-то концов за 3 года. Не зря, значит, я работаю в общественной среде в Крыму. И пока ждал, пока этот ролик начнут крутить, небольшой ролик, клип, фильм о Вамилевой, о крымско-татарском солдате, который после оккупации Крыма выехал на Украину, в свободной Украине пошел в АТО, героически на поле боя был ранен. Товарищи из нацбатальона... Пошел убивать украинцев, да, русских. Пошел убивать таких же людей, как он. Его товарищи из нацбатальона, не крымские татары, удачно бросили его на поле боя с перебитыми ногами, и он там погиб. И в конце слоган: это настоящий герой Украины, настоящий украинец. Это что делает АТР? Это та советская репрессивная машина за 50 лет не смогла ассимилировать, раздавить дух крымских татар. Сейчас этим занимается АТР. Он пытается выставить нас украинцами. В России такого, в российском Крыму такого не происходит. Нас никто не пытается выставить украинцами, русскими, армянами, евреями. Крымские татары нас здесь признают, нам протягивают руку. А с той стороны мы видим абсолютно... Дешевые спекуляции. Это обычные спекуляции, да. Рустем, совершенно очевидно, что украинский вопрос, он уже сходит с актуальной международной повестки. И вот в этой связи Украине любыми буквально способами нужно вернуть внимание к себе. И здесь, как говорится, все методы хороши. И мы видим актуализацию крымско-татарского вопроса, крымского вопроса. Мы видим те ужасающие события, которые на востоке страны происходят. Как нам нужно реагировать на подобного рода вещи?
как нам нужно относиться к этим вещам, как народ должен реагировать на политику Украины в удовлетворении своих государственных интересов через интересы крымских татар. Ну, давайте начнем с того, что Украина на сегодняшний день это не самостоятельное государство, да? И все на сегодняшний день ожесточения, то есть на Донбассе, или ужесточение, то есть вбросов политикой Меджлиса на международных площадках, это в первую очередь борьба идет с новоизбранным президентом Трампом и его политикой, да? Чтобы бить по российской государственности в целом. То есть мы должны себе понимать, что финансовая составляющая, как осталась некоторых структур, которые работали за гранты, мы неоднократно об этом говорили, она так и остается. Мы не зря здесь сидели и говорили, что Джемилев полетел получить, наверное, какие-то деньги. Помимо Джемилева еще в мире очень много структур, к большому сожалению, которые получают деньги, да, на противодействие российскому государству, да, за мир и спокойствие в Украине. Мы с вами должны не то, что вот, понимаете, еще раз я возвращаюсь к тому, что вот сегодняшняя беседа, да, передача, она интересна чем? Что только вот так в разговоре мы видим истину и понимаем ключи и инструменты, к чему мы должны прийти, где мы должны находиться, как мы должны работать. Не только в ООН мы должны обращаться, мы должны и внутри государства обращаться, мы должны во все институты писать. И нет одной организации. Вот сколько нас есть, вот сколько народностей здесь живут, мы должны собираться, писать резолюции, приводить примеры, давать доказательные материалы и базу, где на сегодняшний день у нас под носом происходит преступление. Где на сегодняшний день мы с вами видим, в Херсоне же не просто появилась гражданская громада, которая записывает видеоматериалы, да, и говорит, мы пойдем воевать. Мы устали, они сегодня тоже узурпированы. А получается, кем узурпирована Херсонская область? Мустафой Джемилевым. Если взять международные площадки, кем узурпирован? Мустафой Джемилевым. Ему только не нравится, что Крым присоединился к Российской Федерации. Европейские государства не так об этом говорят, как они об этом говорят. Вы понимаете? И мы, вот общественники, в первую очередь, крымско-татарский народ, должны доносить, что они не представляют на сегодняшний день крымско-татарский народ. Вот это наша с вами основная задача, живущих в Крыму. Да, пожалуйста. Одну реплику. Вот если взглянуть немножко в историю, отмотать к 54-56 годам, как только стали реабилитировать и возвращать, не реабилитировать, а возвращать репрессированные народы, и наступала очередь возвращения и крымских татар, в первую очередь именно Украина, именно отсюда, из Крымского обкома. Первые упоры отсюда пошли. Этому же тут же поспособствовало ЦК Компартии Украины. Потом пошло мощнейшее лобби, той же украинской лобби и в ЦК КПСС. И на всех этапах, начиная вот с 1957 года, когда там чечены, ингуши возвращались, с этого периода стоял блок. И на всех этапах, даже когда уже на уровне ЦК решался вопрос, опять вмешивалось лобби, опять оно исходило отсюда, с мест, и постоянно вопрос приостанавливался. Вот то, что в народе прозвали ложным указом от 1967 года, когда вроде бы якобы свобода, оказалась вот это вот геническое, вернее, ну да, вот эта наша зона. Семья этот путь прошла. Откуда это образовалось? Вот это то, что огромное поселение на кавказской части. Откуда это образовалось? Это все, которые сюда пытались прорваться, вынуждены были либо сами возвращаться, либо принудительно вывозили, вплоть до элементов самосожжения. На территорию Херсонской области, на границу увозили. Это два массива, которые вынужденно сформировались из-за вот этих действий. Через 10 дней деньги вернули. Или совершенно не знают исторических фактов, как это совершалось. Ну или какая-то слепота. Я понять не могу, как можно... Вот Люди вот. не знают этого, вот в чем беда. Не знают. Они действительно, обыватель в хорошем смысле, он этого не знает. Поэтому он судит и ест то, что ему с экранов подают. Вот в чем беда. На сегодняшний день вот та информационная свобода, которая
появилась внутри Крыма, именно в отношении крымских татар, мы видим, что в поздний украинский период нахождения Крыма в составе Украины ряд общественных организаций выходили открыто против Джемилева и Меджлиса и говорили, что это проект Запада, что это заокеанский проект. Но тогда их глушили теми возможностями, которые были в руках. А на сегодняшний день та же встреча в 2004 году Маккейн, вы говорили, приезжал и встретился только с Джемилевым. Но разве это не показатель, что это он был прямым механизмом воздействия на крымских татар и держали нас в такой узде, в черном теле, чтобы в любой момент против любого народа, злых, обозленных, обезземеленных, нереабилитированных, бросить против любого народа. Да. Спасибо вам огромное. В ходе нашего эфира сегодня шло онлайн-голосование. Влияет ли на жизнь крымчан давление извне? Да, проголосовали 696, нет, 1314 человек. Крым является своего рода геополитическим магнитом. И учитывая события почти трехлетней давности, это нам буквально гарантирует пристальное внимание международного сообщества. Более того, мы обеспечены на перманентные спекуляции на крымской теме и особенно на теме крымских татар. Что в этой ситуации должны делать мы? Во-первых, конечно, всегда должна быть соответствующая официальная реакция с нашей стороны. И во-вторых, мы должны трудиться, упорно трудиться, ведь кто кроме нас обеспечит наше благополучие и стабильное развитие. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующий четверг.